Добрый день, друзья! Сегодня у нас пятница, 21 мая 2021 года. Исследование по исчезнувшим деревням, грантовый проект Русского географического общества продолжается. Сегодня мы находимся в Камбарском районе, и о исчезнувших деревнях Камбарского района нам поведает местный краевед, председатель Союза архивистов, историков Камбарского района Разиф Мирзаянович Мирзаянов. Пожалуйста. Мы с вами находимся в село Кама Камбарского района. Это порт Камбарка, если так вот более точно сказать. Это вот памятник солдату, как говорится, кто воевал. Здесь памятник находится. Вот это место как раз священное для всех жителей Камы и Камбарского района. Сейчас порт функционирует, нет? Да, в сторону деревни Нижняя Армясь. И там увидимся библиотекарь Ольга Лихачева. И мужчина еще подойдет, Хижняков. Они нас повезут, и мы поедем по деревням исчезнувшим. Это Верхняя Армясь и село Ведрец. Это сельский совет был. И деревня Зелени. Вот эти три деревни мы будем смотреть, где были они. И особенно в Ведрецах стоит еще деревянная церковь. Приехали в Нижнюю Армясь, находимся в библиотеке сельской администрации. Нам сейчас расскажут, куда лучше нам доехать, какую деревню раньше посетить. Разиф Мирзаянович, наверное, подскажет. Ольга, наверное, тоже подскажет, да? Разработаем маршрут поездки. Мы приехали в деревню Ведрец Камбарского района. Интересная церковь тут стоит, видимо, очень древняя. Нам расскажут об этом. И с нами подъехал также житель местной данной деревни, Хижняков Александр Павлович. Вот он нам расскажет о том, что за деревня была, сколько жителей тут жило и другие интересные события. Пожалуйста, кто начнет? Разиф Мирзаянович, как журналист, да, расскажет. Поправлять можно. Да, мы сейчас приехали в Нижней Армязи, это муниципальное образование, и село Ведрец находится 12 километров. И вот сейчас вот здесь вот мы находимся как раз село Ведрец. Это единственный сельский совет, который был вычеркнут из списков, крупный сельский совет. Он у нас числится по ревизским сказкам 1834 года. Пермской губернии Осинского уезда удельных крестьян Верховского удельного приказа. Числится починок Ведреца. Это первое упоминание в летописи Ведрецов. С тех пор вот Ведрец, потом деревня, а потом стало селом. И это вот, и согласно списку населенных пунктов 1869 года, починок Ведрец на речке Ведрец, Пермская губерния. До революции Ведрец был в составе Ершовской волости Осинского уезда Пермской губернии. Здесь была Пермская губерния вплоть до революции 17 года, до 23 года. Это все было. А когда деревня исчезла? Когда из списка вывели ее? Из списка ее вывели уже 60-е годы, наверное, 10 мая 1079 года Армянский сельский совет был переведен в Нижнюю Армясь, а в 1984 году Ведрец исключен из списка. Это 1984 год. Это когда буквально... из списка исключали, много тут было дворов? Так они потихоньку переезжали, в Армясь. Ну кто куда? Чайковский, Царапов, кто куда? В Армясь много переехало. Вот население удмуртское, русское? Русское, чисто русское. Чисто русское, да? И вот даже сказать, вот мы сейчас находимся, сзади нас церковь находится. Это Михайловская церковь села Ведрец. Деревянная церковь с 3 престолами. Построена в 1841 году. Если посчитаем, в этом году этой церкви 180 лет. Вот она такая. Она была построена в Вершовке, а в Вершовке в 1897 году
стали строить каменный храм. А эту церковь, которая была на месте каменного храма, ее передали Ведрецы. И вот с тех пор она стоит здесь. Вот это такая вот церковь, и она освящена в честь архистранита Михаила Сарапульской епархии, Закамское благочиние. И вот эта вот церковь с тех пор и стоит здесь. Вот. Нынче ей 180 лет. Вот такое старинное здание. Да, вот это такое. Александр Павлович, а школа была тут? Вот мимо проехали. А там школа стояла? Осталась летняя школа. А здесь вот каменная стена осталась. Это что тут? Дом был? Склад. А, склад был тут. Семенной склад колхозный. Как колхоз назывался? Колхоз Чапаева. Сюда входила Нижняя Армясь, Верхняя Армясь еще сходил. И потом Шоли деревни, и вот Ведрец. Да, интересно. Какие объекты еще были здесь? Кроме, наверное, конный двор был. Сельсовет, вот в первую очередь. Сельсовет, значит, школа, клуб, само собой, все эти хозяйственные постройки, конный двор, гараж, кузница. Лошади, наверное, были, да? Ну, кони. Да, Я еще маленький работал, сено раньше на волокушах возили. Ну вот по этим, когда писал это вот материал про Ведрецы, по хозяйственной книге, в 30 году значилось 93 двора, население 404 человека. И так вот мне показалось интересным, из них в 19 веке родились 105 человек. Мужчин 41, женщин 64. Самый старший по возрасту Козлова Прасковья Кузьмовна, она родилась в 1850 году. А из знаменитых людей есть кто-нибудь отсюда, выходцы? Козлов Петр Григорьевич, 1863 года рождения. Вот такие вот. Например, Козлов Иван Кузьмич, счетовод колхоза ВКК, то есть на фронте. Его дочь Козлова Людмила Ивановна, 26 года рождения, тоже на фронте. Ну вот, например, как вот занимаясь историей, я вот не знал, что Козлова Людмила Ивановна у нас есть такая вот женщина, которая тоже на фронте, из Ведрецов. Это тоже вообще-то интересный факт. Прямо пишется. Да. И еще Балтин Артемий Васильевич пропал без вести, его жена Макшакова Нина Игнатьевна на фронте тоже. Фамилия зачеркнута. На Ведрец у нас есть герой Советского Союза, Отечественная война, это Константин Николаевич Тарасов. Он здесь родился, но в детстве семья уехала в город Рыбинск, но тем не менее он наш земляк. Он воевал еще в финской войне и участвовал под Сталинградом. А в Польше старший сержант, командир орудия Тарасов, получил приказ атаковать высоту и отбить пушки, которые захватили враги. И в этом бою он себя проявил очень стойко. И даже уже когда не было патронов, с ножом набросился на врагов, сам погиб. И за этот подвиг он был награжден, представлен в звании Героя Советского Союза посмертно. Еще какие знаменитые люди здесь родились? Это следующий человек у нас герой социалистического труда, единственный герой соцтруда в нашем районе. Это Коротков Николай Александрович, тоже здесь же родился в 1908 году. Он всю жизнь был строителем, на фронте не был. Он строил магнитку, затем в Ижевске в годы войны строил все военные заводы. Потом после войны строил Ижевск, 1 000 000 метров построил жилья и строил автозавод автомобильный. И в 1966 году ему присвоено было звание Герой социалистического труда. Вот в Ижевске есть улица Короткова, в честь да, него, наверное, Короткова, да, есть улица Короткова, но там, к сожалению, без буквы только одна фамилия. Вот, как говорится, в Ижевске, как говорится, очень приятно, есть улица Камбарская, и есть улица нашего земляка Короткова Николая Александровича. И вот он земляк вот, с армянской земли, это очень приятно. С одной деревни 2 героя. Замечательно. Деревня Ведрец была сориентирована с востока на запад, улица проходила, и вдоль речки Ведречинки. Ну и еще одна улица тоже параллельно, и же ей была, ну, штук 10 домов, наверное, было. Зеленая улица называлась. Основная, главная, А центральная никак не называлась. Никак не называлась. А это была зеленая. Итак, мы приехали в следующую деревню Камбарского района, которая исчезла. Это деревня
с поэтическим названием «Зелени». И об этой деревне нам расскажет Александр Павлович. Александр Павлович, Зеленинская мельница поправлю. Зеленинская мельница, да? Да. Ну вот основа этой деревни была пруд. Вон. Плотина, на которой было построено водяное колесо сделано, как раньше там делали привод. Работала мукомольная мельница, работала лесопилка. Народу жило тут, ну, домов 15, наверное, было. Ну что, потом разъехались, потом вот лесхоз тут обосновался. Там, где, Ведрецкое лесничество называлось. Они там, тоже где пилораму, сирень, там, где сирень, да? да, они пилораму тоже вот здесь построили. Ну что тут пилорама и бандарное производство было тоже. Бочки делали. Бочки делали. Ну, народ потом тихоньку разъехался тоже. Леспромхоз был какой-нибудь? Леспромхоз был в Зелене. Там специальный поселочек был. Аромат назывался. Вот там эти пилорамы стояли. Он работал с Арапольского гортопа. И туда вот возили, значит, продукцию, когда можно. А нет, так на станцию Армянск. Население там много проживало? Какое в основном население было? Это население это русское в основном В было. основном русское, В да? основном русское, да. Там промартель называлась Зеленых. Промартель. Это же колхозы все были. А это называлось промартель. Название забыл. Называлось тоже как-то. И вот там все было в Зеленях. Больница, школа. Ну что еще там? Магазин. Разиф Мирзаянович нам расскажет, как давно эта деревня упоминается в летописях наших. В летописи «Ревизские сказки» 1834 года упоминается и деревня Зеленина. Это значит, получается, что Зеленина, значит, по фамилии Зеленин. Там были Зеленины. Кто-то первый Зеленин, который обосновал это вот поселение. И это первое упоминание в летописи. И Зеленины всегда жили здесь. И они были как самые, так сказать, многочисленные по деревне. И самое интересное, что вот в эту деревню в 1950-е годы, в середине 50-х годов, сюда приехала семья Хорошавцевых. Это известная такая фамилия у нас. Этот Геннадий Михайлович, он участник войны с Японией, в авиации воевал. И жена Элла Яковлевна. У них два сына. Они работали, он работал в леспромхозе снабжения, она заведующая клубом. Дети пошли в школу, два сына погодки. Начальную школу закончили, затем переехали в Ведрец. Она работала учительницей, она хорошо знала немецкий язык, а он работал учителем труда в Ведрецкой школе. И когда дети закончили 8 классов, ну это 8-летку, надо было детям учиться дальше, семья переехала в Якшурбодию. Вот с тех пор это такая семья Хорошавцевых. А сама деревня, она последняя, так говорится, исключена из списков. В 1991 году это последняя деревня, которая была исключена по документам. Мы подъехали к новой исчезнувшей деревне в Камбарском районе. Деревня называлась Килино поле. И сейчас нам Александр Павлович и Разиф Мирзаянович расскажут об этой деревне, чем она знаменита, почему исчезла, кто здесь жил, какие тут достопримечательности. Александр Павлович. Так, я года-то точно не помню, когда она исчезла. Но это где-то было 70-е годы. Ну, как большинство деревень исчезало, да? Да, по причине по одной воды тут не было. Колодец 68 метров выкопали, и все, единственный колодец. Ну, это рекорд, наверное, в Удмуртии. Рекорд. Вот и все, тихоньку разъехались. Кто в Армясь уехал, кто в Ведрец, колхозы. Колхоз в каждой деревне был, вот они потом один колхоз сделали, колхоз Чапаева. А тут у нас их 6 колхозов было. А в этой деревне домов-то много было? Да в этой штук 20, наверное. 20, да? 20, да. И все равно работали, вот поля тут их были. Обрабатывали. Там он немножко подальше, машинный двор какой-то был, я как-то находил там железяки всякие. Видно, гусеницы, зачем валяются. Вот причина-то одна. Да и свет тут потом по всем деревням провели, электричество. А сюда Куда не провели? куда тянуть-то? Куда забыли, да? Вот и все. Так и разъехались. У нас сейчас вот мы находимся, так сказать, на севере нашего района. Это вот Килино поле, как раз вот есть такая особенность.
была здесь до революции 17 года была межволосная дорога. Ну, как говорится, самая дорога, которая была связь. Она начиналась из Ершовки, потом проходила через Кивино поле, дальше дорога шла в Верхняя Армясь, Ведрец, Зеленинская мельница, деревня Зелени, Ванчики, и затем приходила в завод Михайловский. А там уже большая дорога, можно было попасть в Пермь. Вот это как раз вот мы стоим здесь вот на этой дороге. Я как понимаю, сейчас уже этой дороги нету, да, ведь уже все нету. А вот до революции 17 года вот по этим деревням проезжали. И как раз Кивино поле было первое после Ершовки. Это мы судим сейчас, вот, конечно, глядя на карты. Карты, которые есть вот до революции. Верхняя Армясь, Ершовка, Верхняя Армясь. Вот Потом уже Кивино. Кивино поле, да? Ну, Да. там, наверное, карты маленько не так сделаны. Через Но тем не Верхнюю менее, Армясь проходила. она Кивино поле была на столбовой дороге. Как вот говорите, вот что? Межволосная называлась. Но это большая дорога, как говорится. Вот мы подъехали, заканчиваем маршрут. Деревня Верхний Армясь. Деревня, видимо, знаменитая по многим показателям. И об этом нам расскажет Разиф Мирзаянович. Мы начинаем всегда с советские сказки, которые у нас как документ, тоже 1834 год. И упоминается Верхняя Армясь как деревня. Не починок, не хуторок, а да, выселок, а именно как деревня. И она тоже стояла на межволосной дороге. Это очень такое значимо. Значение это на дороге. И все эти годы, так сказать, Верхняя Армясь была очень богатой деревней и очень такой значимой. В годы гражданской войны здесь было такое известное у нас в Удмуртии Ижевско-Воткинское восстание, и здесь тоже были большие бои на реке Каме, Нижней Армязи, Верхней Армязи, и на местном кладбище, на обеих кладбищах много похоронено красноармейцев и белых, и окопы тут есть. Это здесь была гражданская война. Была очень... Верхняя Армясь еще знаменита тем, что здесь у нас два героя со времен Великой Отечественной войны. Первый герой это Завьялов Семен Акимович. Он герой Советского Союза, отсюда 908 года рождения. Он командир пулеметного отделения в Ленинградской области, Сычевка. Они отбивали атаки фашистов. 200 фашистов шло на его отделение. Они были в дзотах немецких, которые отбили. И он за пулеметом, и снаряд фашистский попал в дзот, и засыпал все. И пришлось вытаскивать. Завьялов вытащил пулемет из дзота и стал опять отстреливаться. Был ранен, опять ранен второй раз, третий раз был ранен, перевязал себя. И осколок снаряда попал в кожух, повредил пулемет, взял автомат и опять стал отстреливаться. И в том бою он уничтожил 60 фашистов. Его санитары уже подобрали, 4 раненого. И вот за этот подвиг ему присвоили звание Герой Советского Союза. Вот это все. И потом он лечился в номер госпиталя, и этот номер госпиталя оказался в городе Пермь. Вот он у нас 3 дней проходил лечение. И надо сказать, это был первый бой, в котором он принимал участие. Второй герой из этой деревни это Мышкин Вениамин Андреевич. У него 2 ордена славы. Вот рядом стоит Виктором, она приходится Мышкин. И этот наш Мышкин, он старший сержант, командир орудия. Первый орден славы он получил в город Армянск в Крыму. Из своего орудия он уничтожил много врагов, пулеметные точки и прочее все. И был награжден орденом славы 3-й степени. Это 44-й год. В 45-м году в январе месяце это в Восточной Пруссии, это часть Калининградской области, он также из своего орудия обеспечил прорыв наших войск, также расстрелял многих пулеметных фашистов и тоже был награжден 2-м орденом славы 2-й степени. Что о деревне можете рассказать? Ну, Александр Павлович скажет. Я совсем лучше мимо. Разиф Мирзаянович, да? Деревня упоминается в газете, которая выходила в Сарапуле. Там пишут, что когда началась Первая мировая война, в деревне Верхняя Армясь и Нижняя Армясь
были церковно-приходские школы, и потом школьники с учителями пошли в кружечный сбор по домам, чтобы собрать деньги для фронта, для раненых и это, семьям, чтобы это все. Кто помогал деньгами, кто помогал этими тканями. И собрали 6 рублей, собрали, и там сколько-то метров ткани собрали, вот 2 деревни. И надо вот сказать, это было написано в Прикамской жизни, газете города Сарапова. И надо вот сказать, что вот мое такое мнение, что вот деревни Верхняя Армясь и Нижняя Армясь, это как наподобие брат с сестрой. Верхняя Армясь это как брат, старший брат, а Нижняя Армясь это сестра. Это сестра. Ну, я еще знаю, что Верхняя Армясь среди вот этих всех деревень это самая была богатая деревня. Здесь стояло много пятистенных домов, которые, когда расформировали вот эту деревню, их перевезли в город Сарапул, эти дома, на Старцеву гору. Вот. Самая богатая Да, была. там обосновались, да? Да, там и живут, и до сих пор эти Тут, дома говорят, стоят. ярмарки даже были. Вон где-то вон там тополя растут, ярмарки, и вот там деньги-то и находят все время. Да, и сюда приезжают и ведут Кладоискатели. раскопки. Да, и раскопки ведут, потому что вот. А со времен вот гражданской у меня просто тут тоже папа одно время пас скотину, коров, и распахано было вот это место, где вот именно деревня. И он нашел целый патронтаж вот этих гильз от винтовки Мосина. И вот когда вскрыли, порох сохранился, он у меня охотник, и этот порох взял. Да, и себе. порох, Да, и пользовался. Вот надо сказать, что вот со времен гражданской войны, и когда были бои, прочее все делалось, к нам приехали, несколько лет назад приехали из Воткинска, люди, которые занимаются Ижевско-Воткинским восстанием, приехали и сделали мемориальную доску погибшим белогвардейцам, там прапорщики и 3 человека. И открыли эту мемориальную доску в деревне Нижняя Армясь, на стене висит эта доска. Я там сам был, фоторепортаж в газету делал. И они награждены там каким-то орденом, прочее все делается. Вот именно за бои на речке на речке Армясь. Вот через столько лет вот это было вот так вот сделано. Это, наверное, единственное такое мероприятие, которое тут. А деревня когда примерно исчезла? Вы когда ее из состава вывели? Это сейчас 70-е или 80-е годы, или 60-е еще? Это 76. Середина 70-х. 76 год, 30 ноября.